Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Накануне Дня памяти и скорби в Зеленодольский парк Победы пришли дети и взрослые, ветераны и военнослужащие, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, труженикам тыла и детям, у которых страшная война отняла детство. Советский народ вынес тяжкое испытание – 1418 дней кровавой бойни, бессонных дней и ночей у заводских станков, 1418 дней горя и слез до светлого Дня Победы. Мы должны помнить о том, что в общей сложности народы Советского Союза потеряли 26 миллионов 600 тысяч своих граждан. Из них 13 миллионов 700 тысяч мирных граждан. Что такое 27 миллионов граждан? Это еще десятки миллионов неродившихся детей. Это десятки миллионов практически разрушенных семей. Это десятки миллионов матерей, не дождавшихся своих детей. По данным Генерального штаба Российской Федерации, более 2 миллионов советских граждан погибли на работах в Германии, более 4 умерли от голода и болезней, более 500 тысяч солдат не доехали до фронта. В годы страшной войны разрушено 1710 советских городов, сожжены более 70 тысяч деревень и сел. Пройдя тяжелейшие и ужаснейшие годы Великой Отечественной войны, наша страна победила, наша страна смогла преодолеть и послевоенную разруху. И поэтому, братья и сестры, нам, потомкам тех, кто встретил эту годину, стоит не забывать о том, что мы единое государство, невзирая на различия, которые, может быть, наши недруги могут нам указывать. Социальное неравенство, происхождение, разница в образовании, в культуре, в религии. Все это незначимо по сравнению с тем, что мы потомки тех, кто отстоял не только для нас, но для всего человечества мир на нашей планете. Зеленодольцы почтили память тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и ковал победу в тылу, минутой молчания. Цветы к вечному огню и зажженные свечи, как дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Но главное – это память, которую мы, ныне живущие, должны передать следующим поколениям зеленодольцев. Свечи памяти горожане опустили на гладь городского озера. Наталья Фролова, Эдуард Левочкин, студия «Парадск».